Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о новых поправках в закон о выборах, влияющих на участие женщин в политических процессах. У нас в гостях Балгакы Абыловна Досалиева, директор Центра поддержки женщин. Здравствуйте. Сейчас закон находится на стадии инвентаризации. В целом, какие изменения произошли в избирательном процессе? Сейчас мы приняли новую Конституцию 5 мая 2021 года. В этой Конституции в связи с переходом Кыргызстана к президентской форме правления, а затем в связи с изменением этой формы правления и в связи с изменением Конституции есть изменения более чем в 35 законах, стратегиях и программах Кыргызстана. Идет инвентаризация. В соответствии с этим процессом внесены изменения в закон о выборах президента Кыргызской республики и депутатов Жогорку Кенеша. Мы теперь изберем Жогорку Кенеш в составе 90 депутатов. Из них 54 депутата проходят по пропорциональной системе или по одному партийному списку. 36 депутатов проходят по мажоритарной системе, по одномандатным округам. Сейчас закон о квотах, принятый на основе нашего международного права, действует как временная специальная мера только для 54 депутатов, а для 36 депутатов это недопустимо. Тогда только 16 из 90 депутатов будут женщинами. Это составляет лишь 18% женского представительства среди 52% женщин в Кыргызстане. Еще если эти 16 депутатов придут в полном составе. А в мажоритарной системе есть много препятствий для женщин. В сознании людей до сих пор мало понимания того, как продвигать эту гендерную политику. Поэтому мы не ожидали и не ожидаем, что хороший процент женщин будет придерживаться этой мажоритарной системы. А зачем нужен гендерный баланс в государственных, представительных и исполнительных органах? Гендерный баланс необходим. Это очень важно для порабощения страны, для мира и экономического развития. Это также принято в основных целях устойчивого развития. В конце концов, если и женщины, и мужчины будут в равной степени представлены на уровне принятия решений, будут приняты во внимание интересы людей в Кыргызстане, например, людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, молодежи, детей и бизнес-сектора. Следовательно, необходимо сохранять баланс на уровне принятия решений. Это соотношение составляет 50%. Положительным моментом является то, что, например, после увеличения представительства женщин в нашем Жогорку Кенеше были приняты хорошие законы по продвижению гендерной политики. Например, по данным ЮНИСЕФ, в 2014 году до принятия закона процент браков с несовершеннолетними был очень высоким. Этот процент представляет собой процент от текущего уровня материнской смертности. Но с момента принятия закона это явление сократилось вдвое, и в то же время снизилась материнская смертность. Поэтому подобные законы очень нужны населению. Насколько политические права женщин соблюдаются законом и Жогорку Кенешем, в законах и постановлениях, обеспечивающих участие женщин? По данным Организации Объединенных Наций, у нас должно быть не менее 30% представителей каждого пола. В то время в Кыргызстане не менее 70% должны быть мужчины и 30% женщины. У нас его до сих пор нет. Как я уже говорила по другой теме выше, после принятия закона о квотах в 2007 году 25% составляли женщины. Больше всего было в том году. После, в 2010 году, было 23%. С тех пор явка женщин-депутатов составляет всего около 20%. Это препятствие. Фактически мы сейчас приходим в Жогорку Кенеш с той же пропорциональной системой, чтобы поддерживать эту квоту. Мы должны рассматривать не более 70% этого списка. Чтобы сохранить эту квоту, недавно было внесено предложение. Если мандаты должны быть прекращены и мандаты должны быть переданы, то передать мандат женщины женщине, а мандат мужчины мужчине. Кроме того, с приходом женщин в Жогорку Кенеш был создан форум женщин-депутатов Жогорку Кенеша. Форум занимался такими вопросами. Независимо от того, к какой фракции они принадлежат, они работают вместе, чтобы создавать очень хорошие, необходимые законы для людей, контролировать строгое выполнение законов и уделять больше внимания социальному положению людей, включая закон об алиментах или закон о предотвращении похищения невесты.
Например, в области политических прав женщин были приняты законы, предусматривающие 30% квоту для местных кенешев, и форум обеспечивает их соблюдение. С приходом этих женщин можно сказать, что качество работы депутатов Жогорку Кенеша улучшилось. Спасибо за интересное интервью. Сегодня у нас была директор Центра поддержки женщин Досалиева Балгакы Абыловна.